Дорогие братья и сестры во Христе, примите благодать и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Это не просто очередной день. Сегодня, в этот самый момент, когда ваши глаза читают эти слова, а уши внимают звуку моего голоса, небеса приходят в движение для вас. Если вы верите, что сегодня особенный день, что он был предназначен для вас с момента сотворения мира, напишите 11:11 прямо сейчас. Я знаю, что многие из вас движутся вперед, движутся против сильных ветров, против гнетущих встречных течений. Многие идут с больными от усталости ногами, изнемогая под игом забот этого мира и тех гор, которые кажутся непреодолимыми. Но я спрашиваю вас, осознаете ли вы силу веры, которая горит в вас даже перед лицом испытаний? Если да, то напишите 12:12 прямо сейчас. Я чувствую в своем духе мощное откровение для вас. Бог, Творец Вселенной, Господь Саваоф, смотрит сейчас на каждого из вас и заявляет: «У меня есть цель, и эта цель готова проявиться в вашей жизни». Он уже определил исход этой главы, которую вы проживаете. И знаете, какая замечательная новость – победа за вами. Аминь. Напишите 999, если вы чувствуете приближение этой победы. Плач может длиться ночь, но радость приходит утром, и это утро вот-вот наступит в вашей жизни. Нет больше темных ночей, нет больше бурь, нет больше неустанной борьбы. Бог видит, Он видит каждую слезу, каждый вздох отчаяния. И сейчас Он двигает горы, чтобы принести мир в ваше сердце, мир, превосходящий всякое понимание. Если вы жаждете этого мира, напишите 777 прямо сейчас. У Бога есть для вас тайна, прекрасная и преображающая тайна. Когда Бог пишет историю, конец всегда лучше начала. И конец, который Он приготовил для вас, дорогой брат, дорогая сестра, это конец славы, чести, мира и процветания. Он снимет с вас ярмо, которое держало вас в плену, камень, который причинял вам столько страданий. Готовы ли вы вырваться на свободу? Напишите 555, если вы чувствуете приближение этого освобождения. Почувствуйте уже сейчас эту легкость, ощущение того, что наступает новое время, новый сезон. И это новое время будет полно чудес, открытых дверей и исполненных обещаний. Бог все устраивает в вашу пользу, все сотрудничает на благо тех, кто любит Бога. Вы верите в это? Я верю, и я знаю, что вместе, во имя Иисуса, мы станем свидетелями великих подвигов. А теперь я предлагаю вам на минуту закрыть глаза, представить себе ту ситуацию, которая вас мучает, посмотреть на нее с точки зрения Божьего престола. Она не кажется маленькой, не так ли? Потому что наш Бог велик, и Ему все подвластно. И когда вы откроете глаза, я хочу, чтобы вы увидели все глазами веры, глазами, которые видят сверхъестественное, глазами, которые видят славу Божью, проявляющуюся в каждой детали. Приготовьтесь, засучите рукава веры, наденьте сандалии надежды и облачитесь в доспехи Бога, потому что то, что грядет, мощное, преображающее и божественное. Бог с вами на каждом шагу, и вместе вы и Он завоюете территорию, достигнете недостижимого. И помните, вы не одиноки на этом пути, мы вместе,
как одно тело, как одна церковь, как возлюбленные дети Отца. Мы будем двигаться вперед, мы будем провозглашать, мы будем верить, и самое главное, мы будем жить всем тем, что Бог предназначил для нас. Приготовьтесь, дорогие братья и сестры. Я чувствую могучее движение в моем духе, откровение, которое повлияет на вашу жизнь так, как вы никогда не видели. Оставайтесь со мной, потому что то, что Бог положил мне на сердце, вызывает восторг. Если вы чувствуете, что Бог призывает вас к новому времени, времени перемен, напишите 11:11. Прямо сейчас я здесь, чтобы провозгласить и пророчествовать в вашу жизнь. Время вашей ситуации, которая вас угнетала, подошло к концу. Время мучений, отчаяния, когда вам казалось, что вы находитесь в бесконечном туннеле, скоро закончится. Бог разрывает цепи, пророчествуя, что злая игра, которая пыталась сбить вас с пути, теперь уничтожена. И если вы верите в это могущественное божественное действие, напишите 12:12. Вы чувствуете ту тяжесть, то бремя, которое давило на вас день и ночь. Сейчас Бог снимает это бремя с ваших плеч. Он говорит: «Сын мой, дочь моя, в твоей жизни скоро произойдут изменения, трансформация уже на подходе». Вы освободились от того, что держало вас в тюрьме, и с этого момента все начнет выстраиваться в вашу пользу. Все начнет складываться в вашу пользу. Многое говорю я. Многие вещи, я имею в виду многие вещи, начнут разрешаться во имя Иисуса. Если вы чувствуете, что ответ близок, напишите 999. Я вижу здесь тех, кто плакал ночь за ночью, кто проливал беззвучные слезы, вопрошая Бога, взывая: «Господи, когда же закончится это время унижения? Когда же этот позор будет стерт с моей жизни?» Кто кричал внутри себя: «Я больше не могу», Бог слушает вас. В Библии есть история, которая прекрасно иллюстрирует то, чем я хочу с вами поделиться. Это история о слепом Вартимее, просившем милостыню на обочине дороги. Когда он слышит, что мимо проходит Иисус, происходит нечто преображающее. Он снимает свой плащ. Этот плащ был не просто куском ткани, а знаком его принадлежности к нищим, постоянным напоминанием о его состоянии, обозначением его безвыходного положения. Вартимей бросает плащ на землю и тем самым отказывается от своей прежней личности, от своего прошлого, от мнения окружающих о нем. В этот момент Бартимею больше не нужны ни его слепота, ни его социальное положение, ни его состояние. Сбросив плащ, он объявил всему миру, что он больше не нищий, а дитя Божье, готовое принять чудо. Точно так же Бог призывает вас сбросить то, что определяет вас в глазах мира. Он хочет, чтобы вы отбросили ярлыки, предрассудки, ограничения и все остальное, что сдерживает вас. Бог призывает вас к новому уровню веры, где вас будут определять не потому, чего вам не хватает, а потому, что Он может сделать через вас. Пришло время и вам сбросить с себя плащ, то, что идентифицировало и ограничивало вас, те ярлыки, которые навесил на вас мир. Бог снимает их сейчас, потому что у Него есть новое имя, новая личность и обновленная цель для вашей жизни.
Итак, я приглашаю вас прямо сейчас совершить акт веры. Представьте себе эту мантию, эту ситуацию или проблему, которая определяла вас, и, собравшись с Духом, бросьте ее к ногам Иисуса. И таким образом получить новую личность, которую Он приготовил для вас, личность победителя, побежденного, того, кто готов идти вперед и побеждать все, что приготовил Бог. Чувствуете ли вы это? Чувствуете ли вы это движение? Бог работает сейчас, переписывая вашу историю, формируя вашу судьбу и готовя все для вашего чуда. Стойте твердо, верьте и знайте, что лучшее в вашей жизни еще впереди. Сейчас, когда мы готовимся еще глубже погрузиться в это духовное движение, я хочу, чтобы вы поразмыслили над тем, что было сказано до сих пор. Вдумывайтесь в каждое слово, каждое пророчество, каждое обещание, потому что то, что будет дальше, еще более мощно, еще более откровенно, и вы не хотите пропустить ни одной секунды того, что Бог собирается сделать в вашей жизни. Верьте, братья и сестры, что следующий этап вашего путешествия будет наполнен свидетельствами, которые поставят многих на колени в благоговении перед силой и милостью нашего Бога. Помните, как израильский народ стоял на берегу Красного моря. Перед ними гигантская преграда, за ними разъяренная армия, готовая к нападению. Давайте же продолжим, чтобы еще глубже погрузиться в эту библейскую историю, наполняющую нас надеждой и силой. Переход израильтян через Красное море был не только актом избавления, но и глубоким символом обновления и искупления. Когда израильтяне шли по сухому пути посреди моря, они слышали позади себя рев воды, напоминавший им об угрозе, которую они оставили позади. В эти минуты неуверенности вера становилась их якорем. С каждым шагом вперед они уповали на Бога и оставляли позади оковы прошлого. Вполне вероятно, что и в вашей жизни случались ситуации, когда вы чувствовали, что вас преследует болезненное прошлое, подобно египетской армии, преследовавшей израильтян. Это могут быть ошибки, сожаления или глубокие раны, которые, как кажется, не дают покоя. Но подобно тому, как Бог открыл израильтянам путь через Красное море, Он может открыть путь к освобождению и искуплению и в вашей жизни. В этот момент я приглашаю вас задуматься о цепях, которые вы, возможно, носите с собой, о ранах, которые нанесли вам шрамы, об ошибках, которые преследуют вас. Представьте, что вы, подобно израильтянам, идете вперед и позволяете водам прошлого остаться позади и быть поглощенными Божьей благодатью и милосердием. Бог не только ведет вас на новую территорию благословений, но и восстанавливает ваше сердце и душу. Он освобождает вас от бремени прошлого, чтобы вы могли принять будущее, полное обещаний и возможностей. Это путешествие глубокого исцеления, где Божья любовь стирает шрамы и дает вам новую личность в нем. Как вы видели из этой истории, процесс освобождения и обновления не всегда проходит легко и сразу. Он требует веры, мужества и настойчивости. Но будьте уверены, что на каждом шагу Бог находится рядом с вами, направляя вас своей любовью и силой. Отправляясь в духовный путь, помните, что вы не одиноки. Та же вера, которая перенесла израильтян через Красное море, поддерживает вас и сейчас.
Верьте, что Бог исполнит свои обещания в вашей жизни и что каждое испытание, с которым вы столкнетесь, это возможность увидеть проявление Его силы и благодати. Итак, смело и с надеждой идите вперед, дорогой брат или сестра. Ваша история переписывается любящими руками Бога, который любит вас без всяких условий. Верьте в чудо, которое творится в вашей жизни, и смотрите на горизонт, на землю благословений, которая вас ожидает. История перехода через Красное море также учит нас тому, как важно терпение и доверие к божественному замыслу. Когда израильтяне переправлялись через море, они чувствовали давление окружающих их вод и вздымающиеся, словно гигантские стражи, волны. Ситуация казалась напряженной, и нетерпение могло охватить некоторые сердца. Однако терпение и доверие к Богу в этот момент были крайне важны. Представьте себе, как лидеры израильтян призывали народ идти вперед, даже когда впереди не было видно твердой земли. Представьте себе матерей, которые держали на руках своих детей и шептали им слова надежды, когда они пересекали этот необычный путь. В те моменты неопределенности вера была не просто убеждением, а мужественным поступком. В вашей жизни, возможно, случались моменты, когда ожидание и доверие к Божьему замыслу становились сложными. Бывали ситуации, когда хотелось получить немедленный ответ или быстрое решение, но Бог в своей божественной мудрости просил вас подождать и довериться Его совершенному времени. Сегодня я приглашаю вас задуматься о тех сферах вашей жизни, где необходимы терпение и доверие. Есть ли ситуации, в которых вы искали ответы или решения в спешке? Может быть, вы сейчас пересекаете свое собственное Красное море и чувствуете, как в вас затаилось нетерпение. Бог призывает вас довериться Его плану и проявить терпение в условиях неопределенности. Помните, что, как и израильтян, вас ведет Его любящая рука, и у Него есть для вас цель и предназначение, превосходящие все ваши представления. Терпение – это проверка вашего доверия к Богу, подтверждение того, что вы верите в Его благость и суверенитет. Отправляясь в духовное путешествие, будьте уверены, что, когда вы уповаете на Него и ждете Его времени, бурные воды разверзнутся и вынесут вас на землю обетованную. Итак, брат или сестра, сохраняйте твердую веру и непоколебимое терпение. Бог действует в вашей жизни так, что это превосходит все ожидания. Идите вперед с уверенностью в условиях неопределенности, зная, что тот же Бог, который открыл Красное море, находится с вами на вашем пути. Ваша история соткана из нитей Его божественной любви и цели. Казалось, что это конец, но в последнюю минуту, когда казалось, что все потеряно, Бог открыл море, проложил путь там, где его не было, и именно так Он поступит и в вашей жизни. Многие из вас чувствуют себя точно так же, как израильтяне в тот критический момент, загнанными в угол, отчаявшимися, не имеющими выхода. Но как Бог сотворил чудо в прошлом, так Он сотворит чудо и в вашей жизни сегодня. Если вы верите, что Бог открывает для вас пути, напишите 777. Вы не были призваны жить в посредственности, принимать достаточно и довольствоваться малым. Вы были призваны к совершенству, к сверхъестественной жизни, к
тому, чтобы быть свидетелем ежедневных чудес, которые Бог творит для тех, кто верит в Него. И я хочу, чтобы вы знали, дорогой слушатель, что то, что вы пережили до сих пор, было лишь репетицией, подготовкой к тому, что должно произойти, потому что Бог не закончил чудесную работу, которую Он начал в вас, Он только начинает. Те, кто насмехался над вами, кто сомневался в вас, кто говорил, что вы не сможете, вскоре увидят преобразующую силу Бога. Они станут свидетелями вашей победы и скажут: «Воистину, Бог этого мужчины и этой женщины, Бог живой». Так что стойте твердо, не сдавайтесь, смотрите на обетование, потому что Бог верен исполнить каждое слово, которое Он произнес над вашей жизнью. И пока вы ожидаете исполнения обетования, продолжайте поклоняться и продолжайте провозглашать, что лучшее у Бога еще впереди. И в заключение я хочу обратиться к вам с особым приглашением. Если вы чувствуете, что Бог призывает вас пойти глубже, испытать новый уровень близости с Ним, стать свидетелем чудес, которые не поддаются человеческой логике, пишите 555. Мы собираемся отправиться в такое духовное путешествие, какого еще никогда не было, и вы точно не хотите остаться позади. Приготовьте свое сердце, потому что то, что будет дальше, это божественно, это небесно, это преобразующее. Это то, что потрясет основы вашей веры и поднимет вас на такой уровень, о котором вы даже не подозревали. Вы чувствуете это? Вы чувствуете, как дрожь пробегает по вашему позвоночнику? Это Святой Дух подтверждает, что ваше время пришло. Если вы чувствуете это присутствие сейчас, напишите 1212 и присоединяйтесь к нам в этом мощном потоке веры. Я говорю тебе, возлюбленный слушатель, что это не случайность, что ты сейчас здесь, среди миллиардов людей в мире. Бог избрал вас, Он видел ваши плачущие ночи, Он чувствовал ваши страдания, Он слышал ваши мольбы, и сегодня Он здесь, говоря: «Сын, дочь, я с тобой». Вы можете задаваться вопросом, почему вам пришлось пройти через столько испытаний, почему вы испытали столько боли. Но я хочу, чтобы вы знали, что каждая слезинка, упавшая с ваших глаз, каждый момент боли были не напрасны. Бог лепил вас, готовил к чему-то большему. Как ювелир очищает золото в огне, так и Бог очистил вас, чтобы вы сияли еще ярче. Миру нужны такие люди, как вы, люди, которые даже перед лицом испытаний сохраняют веру, люди, которые являются живым свидетельством силы Божьей, и вы, дорогой слушатель, один из таких людей. Поверьте мне, что ваша история вдохновит многих, а ваше свидетельство станет тем пламенем, которое зажжет веру в дремлющих сердцах. Проходя через жизненные испытания, помните, что вы не одиноки. Тот же самый Бог, который расступился перед израильтянами в Красном море, который творил чудеса во все века, сейчас с вами. Ваша вера – мощная сила, и именно благодаря вере вы станете свидетелем необычного. Во времена сомнений, когда вы задаетесь вопросом о цели вашей борьбы, помните, что Бог формирует вас для более великой цели. Как золото очищается в самом жарком огне, так и ваши испытания подготовили вас к тому, чтобы засиять еще ярче. Вы – живое свидетельство стойкости веры, маяк надежды для тех, кто, возможно, сбился с пути.
Ваша история, ваш путь – свидетельство невероятной работы Бога в жизни Его детей. Вы здесь не просто так, вы избраны для божественной цели. Ваше присутствие в этом огромном мире не случайно, а по божественному замыслу. В моменты уединения и размышлений, когда вы чувствуете нежный шепот Божьего присутствия, знайте, что Он направляет ваши шаги. Его любовь к вам не знает границ, а Его верность вечна. Пусть ваша жизнь будет живым псалмом, мелодией хвалы и благодарности Творцу. Каждый день – это новый куплет в прекрасной песне вашего существования, а ваш путь – свидетельство милости и благодати того, кто держит в своих руках всю Вселенную. Поэтому, двигаясь вперед, пусть ваше сердце будет наполнено надеждой, дух – бодростью, а вера – непоколебимой. Лучшее еще впереди, и когда Бог рядом с вами, нет пределов тому, чего вы можете достичь. Пусть ваша жизнь станет живым свидетельством силы веры и чудес, которые происходят, когда мы доверяем Божьему замыслу. Ваш путь вдохновляет, а ваша вера – это свет, который сияет в самые темные времена. Продолжайте идти с верой, потому что путь впереди наполнен божественными благословениями безмерно. Пусть ваши дни будут наполнены радостью от осознания того, что вас любит, лелеет и направляет Всемогущий. Идя вперед, пусть вы будете живым примером того, что необыкновенное может произойти, если мы доверимся Богу. Поддерживайте пламя веры, ярко горящее в вашем сердце, и наблюдайте, как оно освещает не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас людей. Путь долг, но цель великолепна. С Богом все возможно, и ваша вера пронесет вас через все бури к месту победы и благословения. Итак, мой дорогой друг, продолжая этот невероятный путь веры, знайте, что вы не одиноки. Бог, который привел вас так далеко, доведет вас до великолепной судьбы, которую Он для вас приготовил. Ваша вера – это ваш якорь, ваша сила и ваш путеводитель. Примите ее, лелейте ее и наблюдайте, как она преображает вашу жизнь и жизнь тех, кого вы касаетесь. Во имя Иисуса пусть вы ходите в Его свете, ведомые Его любовью и наделенные силой Его Духа. Аминь. В тишине ночи, когда мир спит, а душа ищет успокоения, помните, что у Бога есть цель для вашей жизни. Ваше существование – это свидетельство Его божественного замысла, уникальная нить, вплетенная в гобелен человечества. Вы не просто сторонний наблюдатель в этой грандиозной истории, вы – важный персонаж, и ваши действия отражаются в вечности. Когда вы сталкиваетесь с моментами неопределенности, когда дорога впереди кажется окутанной туманом, верьте. Библия напоминает нам, что вера – это основа того, на что мы надеемся, свидетельство того, что мы не видим. Это непоколебимое доверие к Божьим обещаниям, даже если обстоятельства говорят об обратном. Испытания и беды, с которыми вы столкнулись, препятствия, которые вы преодолели, это не камни преткновения, а ступени на пути к вашей судьбе. Ваша вера, подобно могучей реке, проложила путь через горы испытаний. Каждое испытание, с которым вы столкнулись, подготовило вас к тому, что ждет впереди. В разгар жизненных бурь, когда ветер воет и волны грозят поглотить вас, помните, что Бог – это ваш якорь.
Он – твердая скала, на которой вы стоите. Когда буря бушует, а сомнения пытаются закрасться в душу, устремите свой взгляд на Иисуса, автора и завершителя вашей веры. Его любовь к вам не знает границ, а Его благодать – это вечно текущая река, которая поддерживает вас. Продолжая свой путь веры, будьте светлым маяком для окружающих. Поделитесь своей историей, своими свидетельствами и бесчисленными способами, которыми Бог действует в вашей жизни. Ваши слова способны зажечь веру в других, разжечь пламя надежды в остывших сердцах. Никогда не стоит недооценивать влияние одного доброго поступка, слова ободрения или молитвы, произнесенные в любви. Это строительные блоки веры, мосты, соединяющие сердце с неизменной любовью Бога. Помните, что вера – это не пункт назначения, а путешествие длиною в жизнь. Это ежедневное подчинение своей воле Божьей, постоянное упование на Его мудрость и провидение. Именно маленькие моменты верности, тихий шепот благодарности и искренние молитвы приближают вас к Творцу. Пусть ваша вера будет непоколебимой, любовь безграничной, а надежда непоколебимой. Ваша жизнь – это свидетельство Божьей милости, живой псалом, в котором звучит Его хвала. В заключение хочу сказать, что вас лелеет, любит и направляет Небесный Отец, который радуется вам. Продолжая этот невероятный путь, пусть ваша вера сияет, как маяк надежды в мире, нуждающемся в свете. Пусть ваша вера будет свидетельством неприходящей любви Христа, а ваша жизнь – живым псалмом, мелодией хвалы тому, кто создал вас для величия. Продолжайте идти с верой, ибо путь впереди омыт сиянием Божьей славы. Во имя Иисуса пусть вы найдете силу в своей вере, мир в Его присутствии и радость в Его обещаниях. Аминь. Поэтому не позволяйте обстоятельствам удручать вас, не позволяйте врагу лишить вас радости, ибо радость о Господе – ваша сила, и с Ним рядом для вас нет слишком высокой горы и слишком глубокой долины. Верующему все возможно. Пришло ваше время сиять, свидетельствовать, двигаться вперед. Не оглядывайтесь назад, старое прошло, и Бог творит все новое в вашей жизни. Это ваше время, время победы, восстановления чудес. Я чувствую духом, что кто-то из присутствующих здесь находится на пороге прорыва. И если вы чувствуете, что это слово для вас, что Бог собирается совершить нечто сверхъестественное в вашей жизни, приготовьтесь, потому что то, что будет дальше, может сделать только Бог, и вы, дорогие слушатели, станете свидетелем этого. Братья и сестры, наступило время преображения. Сегодня настал день, который Господь назначил для того, чтобы изменить ход вашей жизни. Почувствуйте силу этих слов и овладейте победой, которую Бог уже определил для вас. И если вы верите, что это слово для вас, напишите 11:11 прямо сейчас. Это подтверждение вашей веры. Всемогущий Бог в этот момент обращается непосредственно к вашему сердцу. Как слепой Вартимей сбросил свой плащ, преодолевая невзгоды, так и вас призывают освободиться, сбросить то, что тянет вас вниз, то, что ограничивает вас, то, что унижает вас, то, что держит вас в плену, то, что упивается тем, что видит ваши страдания,
ту порочную игру, которая загоняет вас в порочный круг поражений и уныния. Сегодня я говорю вам, что он будет разрушен во имя Иисуса. Если вы верите, что будете свободны, напишите 999. Пришло время поднять голову и решительно идти к Божьей цели для вашей жизни. Вы были избраны для процветания, для того, чтобы быть во главе, а не в хвосте, чтобы быть выше, а не ниже. Примите это откровение. Бог хочет, чтобы вы продвигались вперед, побеждали, вырывались на свободу и достигали новых горизонтов. И я пророчествую, что вы не только выйдете из этого состояния, но и станете живым свидетельством чудесного действия Бога. Другие будут смотреть на вас и спрашивать, как Он это сделал, как Он это преодолел. А вы со слезами на глазах и благодарностью в сердце будете отвечать: «Это был Бог». Если вы готовы принять это новое время в своей жизни, напишите 777. Слушайте внимательно. Бог показал, что кто-то, может быть, это вы, переживет такой поворот, что скептики будут поражены. Возможно, сейчас вы находитесь в долине, но скоро вас поднимут на вершину горы. И вы знаете почему? Потому что игра, которая заманивала вас в ловушку, душила вас, была разрушена. Да, многие смотрели на вас и видели, что вы пали, говорили, насмехались, принижали, но Бог, которому мы служим, мастер делать последних первыми, и Он готов сделать это в вашей жизни. Вспомните тех, кто отвернулся от вас, когда вы больше всего в них нуждались, когда вы были на вершине, все улыбались и праздновали, но когда вы оказались в долине, где они были. Но знайте одно, Бог никогда не оставлял вас, Он был с вами на каждом шагу, на каждой пролитой слезе. Так что, брат, сестра, стойте твердо, потому что ваша победа уже на подходе. Это ваш момент обновления, нового начала, воскресения. Приготовьтесь, потому что лучшее еще впереди. Бог собирается совершить нечто необыкновенное в вашей жизни, и вы должны быть готовы принять это. Братья и сестры, прислушайтесь к преображающему слову, которое Господь несет вам прямо сейчас. Я знаю, что кто-то из присутствующих здесь ощущает на себе тяжесть трудностей, чувствует себя так, словно попал в бесконечный круг препятствий. Каждый раз, когда вы пытаетесь двигаться вперед, кажется, что что-то тянет вас назад. Чувствуете ли вы это? Если да, напишите 1111, чтобы подтвердить это. Слова, которые вы услышали, это напоминание о том, что вы не одиноки в этой борьбе. Даже когда препятствия кажутся непреодолимыми, а неудачи обескураживают, знайте, что Господь с вами на каждом шагу. Борьба и тяжелые времена – это проверка вашей силы и веры. Бог не оставил вас, и Его любовь и милость неизменны. Когда вам покажется, что бремя слишком тяжело, вспомните слова из Псалма 23. «Да, хотя бы я шел долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, жезл Твой и посох Твой успокаивают меня». Эти слова – бальзам на душу в трудную минуту. Какой бы мрачной ни была долина, по которой вы идете, Бог – ваш свет и ваш проводник. Его присутствие дает вам силы идти дальше, даже когда это кажется невозможным. Написанное вами число 11:11
– это подтверждение вашей веры, напоминание о том, что вы верите в силу Бога, способного преобразить вашу жизнь. С какими бы препятствиями вы ни столкнулись, помните, что все возможно для тех, кто верит. Бог собирается совершить нечто сверхъестественное в вашей жизни, и вы станете свидетелем Его славы. Крепите свою веру, брат или сестра, потому что ваша победа уже на подходе. Это время обновления, нового начала, воскресения. Приготовьтесь, ведь лучшее еще впереди. Бог собирается совершить нечто необычное в вашей жизни, и вы должны быть готовы принять это. Проходя свой путь веры, помните, что испытания, с которыми вы сталкиваетесь, дают возможность Богу проявить свою силу в вашей жизни. Часто именно в самые мрачные моменты мы переживаем самые удивительные чудеса. Вспомните историю Даниила в львином рву или избавление израильтян на Красном море. В каждой из этих ситуаций Бог проявлял свою силу сверхъестественным образом. В вашей жизни тоже будут времена, когда вы будете чувствовать себя окруженным трудностями, но будьте уверены, что Бог вот-вот откроет путь туда, где его, казалось бы, нет. Как Красное море расступилось перед израильтянами, так и ваши препятствия расступятся перед силой Божьей. Будьте мужественны и храните надежду в своем сердце. Не позволяйте страху или сомнениям парализовать вас. Вместо этого держитесь обетования Исаии 41:10. «Не бойтесь, ибо я с вами, не ужасайтесь, ибо я Бог ваш. Я укреплю тебя, я непременно помогу тебе, да, я поддержу тебя десницею правды моей». Эти слова напоминают о том, что Бог – ваше убежище и сила в трудные времена. Он даст вам силы и мужество преодолеть любое испытание, с которым вы столкнетесь. Так что, дорогой друг, дерзайте с уверенностью и верой. Вы призваны к жизни, полной побед и целей. Бог собирается совершить нечто необыкновенное в вашей жизни, и вы станете свидетелем Его славы. Не сдавайтесь, ведь лучшая глава вашей истории вот-вот будет написана. Сохраняйте веру, и вы увидите, как Бог творит чудеса в вашей жизни. Поймите, что это чувство, это ощущение застоя не дело случая, а вмешательство, направленное против вашего благословения. Когда вам кажется, что вы собираетесь взлететь, что-то тянет вас вниз, не давая двигаться вперед, но Бог, по своей бесконечной милости и благодати, хочет освободить вас от этого. Но Бог, в своей бесконечной благодати и милости, хочет освободить вас от этого. Он говорит вам сейчас: хватит страданий, хватит препятствий. Сегодня это прекращается. Кто верит и хочет этого освобождения, напишите сейчас 999. Представьте себе, что вы несете на спине тяжелый камень, который мешает вам свободно идти. Но Бог в этот самый момент разбивает этот камень, Он освобождает вас от этого груза, и с этого момента все, что раньше казалось трудным и сложным, начнет течь, все, что было заблокировано, начнет распутываться, все, что было неправильно, начнет выпрямляться. Бог устраняет все препятствия, Он дает вам новое направление. Возлюбленные, знайте, что Бог, Всемогущий, восстанавливает сейчас вашу жизнь, и самое прекрасное, что вы почувствуете небывалую легкость,
ощущение обновления и свободы, которых вы никогда раньше не испытывали. Все начнет происходить естественным образом, и все будет складываться в вашу пользу. Если вы хотите увидеть этот поток благословений в своей жизни, напишите 777, чтобы заявить о своей вере. Но это еще не все. Я вижу здесь человека, который вскоре будет поражен чудесами, которые произойдут в вашей жизни, и вы спросите себя, почему со мной происходит так много хорошего? И ответ очевиден. Бог разрушил иго, освободил вас от всякого зла и теперь побуждает вас двигаться вперед, побеждать и жить тем лучшим, что у Него есть для вас. Возлюбленные, Бог говорит вам, теперь пора перестать просить, пора подняться, пора освободиться от всех унижений, от всех позоров, от всех поражений. Бог поднимает вас. Он ставит вас на новый уровень. Он приготовил момент прорыва в вашей жизни, как это случилось со слепым Вартимеем, внезапный и мощный прорыв. Приготовьтесь, ибо Бог посылает в вашу ситуацию немедленное благословение, Он перемещает небеса и землю в вашу пользу, и вы увидите, как в вашей жизни произойдут великие события. Эта неделя принесет откровения и чудеса. Будьте внимательны, пребывайте в присутствии Бога и принимайте все, что Он приготовил для вас. Время ожидания закончилось, и наступил сезон благословений. Сохраняйте твердую веру, не теряйте связи с источником жизни, и вы увидите, как обетования Господа исполняются одно за другим в вашей жизни. Напишите 12:12, чтобы заявить: «Я принимаю, я верю, и я готов к получению благословения». А теперь, братья и сестры, закройте глаза и давайте помолимся вместе. Всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за Твое живое и действенное Слово, которое мы только что получили. Мы благодарим Тебя за каждое обетование и за каждое благословение, которое направляется в нашу жизнь. Мы молимся, Отец, чтобы каждое сердце здесь присутствующих было тронуто Твоей благодатью и милостью. Разрушь, Господи, всякое иго, мешающее Твоим детям двигаться вперед. Излей на нас обновляющее помазание, чтобы мы могли идти в победе, в мире и любви. Пусть огонь Твоего Духа сожжет в нас все, что не принадлежит Тебе, и пусть Твоя любовь полностью наполнит нас. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что находимся под Твоей защитой, за то, что Ты всегда любишь нас и заботишься о нас. Благослови, Господи, каждого из присутствующих здесь людей, и пусть Твой мир, превосходящий всякое разумение, охраняет наше сердце и умы во Христе Иисусе. Я верю и заявляю, что эта неделя будет полна побед, достижений и чудес во имя Иисуса. Аминь. Да пребудет с вами мир Господень, и пусть это слово продолжает звучать в ваших сердцах. Пребывайте в мире Христовом.